Рядом с высокогорным селением Альгети уже не первый год на верхушке большого склона стоит башенный комплекс Морч. Эти величественные сооружения построены нашими предками в XII-XVI веках. Простояв не одну сотню лет, сторожевые великаны Джарахского района от времени и капризов природы стали разрушаться и нуждаться в реставрации, которая началась в этом году благодаря фонду «Сафмар» известного предпринимателя Микаила Гуцериева. Сохранность у них была более-менее, но состояние самих сохранившихся башен было просто удручающее. Надо было срочно провести сначала и противоаварийные работы в основаниях, потом укрепление стен, которые сохранились, и дальше возведение тех разрушенных стен и каркасов. В этом комплексе две боевые башни. Одна из них разрушилась практически наполовину. От постройки высотой в 30 метров осталось, по сути, лишь напоминание о масштабе некогда величественного сооружения. Но скоро башня предстанет перед жителями и гостями Джарахского района в своем первозданном виде. В комплексе Морч строители возвели около 4 метров стен башни. Осталось достроить еще 2,5 и соорудить крышу. Скрупулезно подбирая каждый камень, строители продолжают реставрацию этой жилой башни. Пока выложили около метра камня. Сейчас разница видна, но как только эти швы заделаются, все будет одинаковым. Строители не только выполняют кладку, но и выравнивают несущие стены. Одна из них у этой жилой башни отклонилась почти на 20 сантиметров, а трещина тянулась с самого основания. Целый день потратили рабочие, чтобы все исправить и зафиксировать. Поставили донкраты на эти перекрытия осторожно, чтобы стена не треснула еще больше, чтобы стена не вывалилась ни туда, ни сюда. Очень осторожно и трепетно занимал у нас этот процесс. Вопрос. Именно спину вытягивать, чтобы булхал. Восстановление комплекса проводится в рамках договоренности главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова и Микаила Гуцериева. Благотворительный фонд «Сафмар» разработал план реализации программы развития Джарахского района, в том числе и реставрация замковых сооружений горной части республики. Инъекции есть, растворец, керахамыш елыш был, раствор полностью, дача был уже. Забивать даже, дагу их геолжаз, дагу дагу геатся, они аж галхар основание что я он лакер пирный что я тон, десягу геатся. И чур инъекция я полностью дачуаешь каждый трещин дачуаешь мелбом будешь бы кир хабок же, мубуалж бы кир хабок же, юхзаново кладки я же дачуал без данис же, первозданный вид утверждал эндер из булха дагу покаста. Очень тонкий и индивидуальный подход приходится прикладывать к каждому. Даже к каждому камню, не то что к стене, не то что к башне. Чурбелхаш, кафетчин дидиш, агусын. Чурбелхаш, ханс угзаяне, и разобрать я учур лишний кирда, цанхан, моцагда, растворыш, хамаджих, кожвела, цацеди вертыш, харцик вертыш, цацеди вертыш, бякап, но полностью разобрать я кизик тук хабян кири, хабах без, дагу, дала кирер, морьки первозданный вид, я шалане морьки по размерам. Вот я дал Андре, she был без штеб, кир, расшивка, кладка, хаметуали языкер. Из этого башенного комплекса вышло несколько фамилий, в том числе и Ерыжевы. Отец Ибрагима Ерыжева родился здесь, как и его предки. У мужчины особое трепетное отношение к родовому гнезду. Известно, что в конце 19 века здесь проживало 6 семей Ерыжевых. В 1944 году окуз, и юрт окужит де присад, уза абгаб. Да, да, яхун, да, иса яхун, да, вижу хамтка. Мало галаш бяхабш. Яр етинош хамта, ищи комнат. Лок это за комнат, хани нанта я, хашта нан. Так. Узер абгаб сибрас. Сибрар улам ига хачвин тхадяош бу. Жабрелах. Ну, ига улам хачвин гала тхадяош бу жабрелах. Туалач бяхав тлакалач, таутла. Тлакч. Так, в 62-63 году уже агалды халежик, агалды атуадлу. Уже дачуадам туда. Ибрагим часто приходит к башням и интересуется, как проходят реставрационные работы.
Yerma kamışı bey. Tak. Şahım değil bu da yaç. عندي بلخج شنتيبن عند سنياخ نوخ غنو قصدواش بول بوخ برير Taş demogun da olsun. Utun bil bari boh. Yedik diye şu diye sol. Bol abuj, bu abu bon. Материал при реставрации используется тот же, что и в те времена, когда башни только возводились. Основа — это камни и специальный раствор из цемента, извести и других ингредиентов. В этом поселении планируется реставрация 2 жилых и 1 боевой башен. А кроме Морч, работы в настоящий момент идут еще в 2 комплексах. Харькове мы закончили где-то на 90%. А здесь работы идут, как вы видите, уже на 2 объектах. Буквально через несколько дней начнем и 3-й. Также у нас идут работы по очистке комплекса НИИ, тех башен, на которых будут вестись работы. Эгекал, Хамхи, Карт, Меллер и Бишт, теперь и Морч, Ни и Харп. Список уже отреставрированных и только восстанавливаемых башенных комплексов. И с каждым годом он будет расти. А скоро в Горной Ингушетии, благодаря вниманию региональной власти и деятельности меценатов, совсем не останется развалин. Там, как и прежде, будут возвышаться каменные замки, бережно восстановленные в своем первозданном виде. Муслим Ганиев, Абдулла Халухоев, Новости 24.